Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Тродома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 10 августа. Это у нас с вами понедельник. Смотрим на колоде Басян все знаки зодиака по очереди от овнов до рыбок. Также, смотрите, у нас с вами будет очень классный позитивный день, потому что он будет идти под влиянием аркана Солнца. А Солнце — это всегда радость, успех, достижение, счастье, позитивные эмоции, потому точно будут позитивные эмоции в этот день. Сейчас мы посмотрим, что нам покажут еще карты. Так, значит, Овны, 10 августа, понедельник. Покажите мне события дня для Овнов. Бокал. Солнышко, одна карта разделяет. Если бы они поменялись местами, было бы солнце. Угу. Конфликт может быть. Друг. Конфликт с другом, подружкой, приятелем. Угу. Сильные эмоции. Шарики. Ну, в общем, тут есть и хорошие события, эмоции, и не очень. То есть тут вперемешку у вас. И еще есть мешок с деньгами. Сейчас, значит, посмотрим горизонталь, вертикаль, книгу нельзя. Бабочка есть. Нет, 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 нет. Получается, у вас в понедельник выпадает бокал. Это может быть какое-то мероприятие, застолье, посиделки. Деловой разговор выпадает. Общение с друзьями, конфликт с кем-то и глубокое разочарование, печаль. Ну, скорее всего, что печаль будет связана с этим конфликтом. Очень хорошие новости, позитивные вас ждут в этот день. И мешок с деньгами, но он чаще проигрывается как расходы, траты, покупки. Поэтому еще вот, возможно, будете тратить деньги в этот день. Ну, из минуса, из предупреждения, это конфликт. Опять же, по Солнцу это может быть такой, знаете, очень яркий какой-то конфликт. Поэтому тут, возможно, стоит как-то немножко эмоции свои придерживать. Опять же, напоминаю, у нас на этой неделе начинается уже коридор затмений, поэтому вблизи этого коридора мы немножко себя не контролируем. Так что вполне может быть. Тем более вы у нас такие люди быстро воспламеняющие, вас очень легко вывести из себя. Поэтому тут, конечно, вполне может быть такой выпад. Благодарю за внимание. И перехожу к Тельцам. Тельцы, 10 августа. 10 августа, понедельник. Для тельцов как пройдет день? Покажите мне для тельцов. Ух ты, первый сундучок выпадает. Как раз то, что вам нужно, и то, что вы любите. Так, значит, здесь яблоко еще есть. Череп. В таком сочетании может проигрываться как острая боль, болезнь и слезы. Будильник. Подарок. Весы. Давайте смотреть горизонталь, вертикаль.
Машина есть. Одно событие только нашла, машину. Опять же, рядом сомнения. Дорога, сомнения. Ехать, не ехать, идти, не идти. Так, значит, смотрите, что за события вам выпадает. Понедельник. Прибыль выпадает, финансовые поступления, прибыль, подарок, удача, поездка. Я из хороших, да, начинаю. Поездка, сложный выбор, колебания, сомнения. Из предупреждений. Время, будильник. Правильно распределяйте время, иначе там по времени могут быть сложности. Также из предупреждений еще тема здоровья и слезы выпали. Ну, я думаю, что вот так как они шли друг за другом, это может быть какая-то острая боль. Просто там, не знаю, ударились сильно больно, зуб заболел, ухо там, не знаю, стреляет. В общем, в таком сочетании может быть острая боль. Но при этом есть много классных событий. Так что тут, видите, внимание надо вам на здоровье будет сделать акцент. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Десятое августа, близнецы, понедельник, события дня. Первое событие роза. Такое ощущение, что что-то, как будто бы что-то есть. Книга. Может быть, это замок был. Значит, тут либо замок, либо цепь. Цепь — это нерешенный вопрос. Можно и так соединить. Свиток. О, любовь есть. Любовь. Смотрим здесь. Нет, нет, нет. Маска. Тайна, маска. Я думаю, откроется какой-то обман, что, кстати, очень может быть. Вот я это не сказала в начале видео. По Солнцу часто, если есть какие-то обманы, скрытые мотивы, там, то по Солнцу это все выходит наружу, проясняется. Значит, что у вас выпадает? Ну, у вас точно хорошо в личной жизни выпало любовь и свидание. Поэтому точно тут будут какие-то приятные события. По работе выпадает деловая встреча, казенный дом. Возможно, госучреждение, работа и какая-то важная встреча. И два события предупреждения. Это то, что откроется какая-то тайна. И, возможно, в этой тайне будет информация о том, что вас обманывали, маска. Человек играл какие-то роли, вел себя там непорядочно. И как раз эти маски будут сорваны, и вы увидите все, какое оно есть на самом деле. Так что вот для вас такой понедельник может быть интересно. То есть у вас, получается, Солнце проигрывается через прояснение вот этого обмана. Ну, через любовь тоже, в принципе. У вас проигралось так и так. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Сейчас будем смотреть, что у раков. Десятое августа. Раки. События дня.
Новости, молния. Роза. Череп. Сердце. Лебедь. И бабочка. Так, значит, смотрим, что у вас получается. Вас ждут какие-то новости, которые, да, вот будут как гром среди ясного неба, молния. И чаще всего это в электронном виде информация приходит. Дальше общение с друзьями. Возможно, от друзей придет эта информация. Общение с друзьями в этот день. Также, смотрите, есть еще деловое общение, какое-то рабочее деловое. Поэтому у вас тут и личное выпадает, и дружеское, и рабочее. А в личной жизни выпадает свидание, и лебедь – это гармоничные отношения в паре. Поэтому очень большая вероятность, что в понедельник у вас все будет хорошо тут в личной жизни. Или появится личная жизнь, если у вас, допустим, ее не было. Может быть так. И предупреждение здоровья. Выпало, череп выпала эта болезнь. То есть, возможно, будут какие-то вопросы по здоровью. Либо, если вы уже записаны, не знаю, там, на массаж, к косметологу, к стоматологу, на какую-то процедуру, то, в принципе, череп просто указывает на то, что мы в этот день будем заниматься здоровьем, либо так сложится обстоятельства, что здоровье даст о себе знать. Но тут уже как бы время пройдет, поймем, как оно проигрывалось. Иногда просто показывает сильную усталость, когда у человека нет сил, там, не знаю, головная боль, тоже вот может череп это показывать. Благодарю за внимание, раки. Переходим ко львам. Десятое августа. Десятое августа, львы. Понедельник, события дня. Ну, первая метла. Первое событие. Весы. Еще и мечи. Ну, у вас тут, похоже, предупреждение больше на этот день. Так, не вижу. Дом. Я больше не вижу событий. Значит, смотрите, есть ссора, перерастающая в конфликт. Предупреждение. Еще можно метлу, если выпадает дом, прочитать как уборку. Поэтому как вариант дом и метла проиграются домашние какие-то дела, домашние задачи. Ну, все равно, да, вот не исключаем, что это может быть и ссора вместе со скандалом. И еще одно событие есть колебания, сомнения, весы, такой выбор. Вы стоите перед выбором и не знаете, да, вот там, допустим, делать, не делать, говорить, не говорить, ругаться, не ругаться. То есть точно еще
в этот день придется принимать какое-то важное решение. Ну, вот такой вот день. Ну, я так думаю, что у вас Солнце, да, вот эта хорошая карта, может проиграться как вариант с событиями в доме, какими-то позитивными. Поэтому так. Значит, также, Лёшки, у кого день рождения 10 августа, у вас начинается очень классный год. Это год, который будет идти под влиянием аркана Солнца. Год такой позитивных, ярких событий в жизни человека, каких-то изменений. Часто в год Солнца у нас там, не знаю, происходят типа свадьбы, рождения. Очень часто это первые дети, первые внуки появляются по Солнцу. Там, не знаю, мы получаем какую-то серьезную должность. В общем, год Солнца это такой год незабываемый. Поэтому вас ждет очень интересный год. Ну, а если брать день, то день, конечно, не очень. Поэтому вот так. Смотрим, значит, дальше. Дальше у нас будут девы. Так, девы, 10 августа. Покажите мне события дня для дев. Понедельник. Ну, первое яблоко событие. Ага, и тут, видите, у вас солнышко проигрывается через замок открытия тайны. Опять же, вот тут вот открывается тайна и слезы. Можно прочитать как какая-то, ну, какая-то хорошая тайна, да, и приятная, и слезы радости. Либо наоборот, двоякая история. Успех в делах, любовь. Ну, слушайте, наверное, это что-то приятное будет. Рядом любовь ложится со слезами. Слезы радости, возможно. Может быть, любимый человек приготовил какой-то сюрприз, тайна, любовь. Но опять же, это просто, да, мои фантазии, предположения. Оно может быть совершенно по-разному. События могут отдельно друг от друга проиграться, могут всей кучей. То есть тут как бы не угадаешь. Угу. Еще есть это колодец этот, который опять же нам эту двойственность добавляет. И чемодан. А может, тут будет печаль из-за того, что кто-то уезжает. Тоже может быть и так. В общем, рассказываю отдельно. Не будем перемешивать с вами эти события. Значит, если по отдельности откроется какая-то тайна, это вот как раз солнце у вас так проиграется, узнаете что-то интересное. Дальше могут быть слезы, будет большая любовь в этот день, очень теплые отношения романтические. Если у вас нет партнера, там, любимого человека, то это может быть знакомство. Успех в работе, в делах будет точно в понедельник. Дальше будет разочарование, печаль в этот день также. И разлука, временная разлука, расставание с кем-то. Вот, возможно, как раз печаль из-за этой разлуки. Но не обязательно. В общем, есть и хорошие события, типа успех, любовь. Но есть вот и предупреждение, слезы, печаль. Это что-то вас может расстроить. В общем, вот такая информация для вас, девы, на понедельник. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Так, весы. 10 августа.
Весы. Месяц. Змея. Бокал нельзя. О, солнышко выпало. Вы пока первый знак, кому выпало солнце, да, прямое событие, совпадение. Шарики нельзя. Кровать есть. Либо еще второй вариант — весы. Ну, я первую кровать увидела. Корона. Бабочка. Угу. 2 кольца. Так, теперь смотрим здесь. Я не вижу. Получается, первое событие месяц показывает, что будет какое-то мероприятие, событие, которое повторяется, имеет цикличность. Каждый месяц вы это делаете. Дальше змея, контакт, общение со змеей, поэтому готовьтесь к тому, что кто-то может вас в этот день ужалить, сказать что-то не очень приятное. Радость, хорошее настроение, веселье, радость точно будет. Интимные отношения, ну либо тут кровать, это могут быть там и разговоры об этом, мысли об этом, это может быть просто желание там отдохнуть, оно по-разному проигрывается. Корона, общение с каким-то очень влиятельным человеком. И деловой разговор рядом выпадает, видите? Поэтому точно в этот день будет деловой разговор с какой-то, ну, как знаете, шишка, говорят, да, про людей. С какой-то шишкой. Возможно, рядом радость. Хорошо для вас этот разговор может пройти. И еще есть тайная встреча. Тоже в этот день у вас какая-то тайная встреча может быть. Вот такие события. Есть предупреждение, змея выпала. Все остальное плюс-минус события хорошие. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Так, скорпионы. 10 августа, события дня, скорпионы. Угу. Первое событие — друг, сердце, роза, подкова, ножницы, колодец. Испортил нам тут всю картину. Шарики нельзя. Да, еще есть рыба. Так, нет, 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 нет. Здесь тоже не вижу. Получается, 4 события классные выпали, вот эти 2 не очень. Первое было общение с друзьями в понедельник. Дальше какое-то свидание, приятная встреча, удача, решение вопроса. Также в понедельник может быть по ножницам. И 2 предупреждения. Скользкое дело и печаль. В этот день вы можете попасть в вот какую-то такую историю не очень приятную, липкую, скользкую. Мошенники, часто по рыбе идут мошенники. И разочарование, печаль. Понятно, что это из-за вот этой ситуации.
Так что, скорпионы, включайте свой рентген и будьте очень осторожны в понедельник, чтобы постараться этого события избежать. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Десятое августа, понедельник, стрельцы. Покажите мне. Десятое августа, стрельцы. Корона. Расческа. Предупреждение, расческа. Угу. И рыба тоже. Возможно, это даже одно событие. Но есть удача, видите, потом есть вероятность, что вот это может не произойти. Тем более вы еще и об этом теперь знаете. Тайная встреча, скользкое дело. Домик. Ну, здесь я не вижу. Значит, смотрите, у вас есть в этот день разговор с каким-то очень важным человеком. Корона, ну, показывает власть, статус, влияние. Дальше удача есть, это очень важно. Раз есть удача, то вы можете все плохие события как бы, да, вот, обойти стороной. Какие-то события связаны с домом, домашние дела. Дальше неприятность, скользкое дело и тайная встреча. Особенно вот скользкое дело ложится с тайной встречей. То есть, скорее всего, что вот это предложение, которое будет поступать, там будет речь идти о том, что надо что-то скрыть, там где-то что-то там недосказать, переделать, перепутать что-то. Поэтому тут вот вам надо быть очень осторожными, потому что это принесет вам только неприятности. Поэтому никакие вот эти вот мутные, непонятные схемы, в них лучше все, что делается в тайне, скрыто, в это лучше нос не совать, что называется, в этот день. Тогда, может, все обойдется. Вот такая вот информация для вас, стрельцы, на 10 августа. Почему? Потому что если вы в это влезете, да, в эту каку, то по карте Солнца просто в этот день, в день Солнца, оно все проясняется, все становится видно. Как бы мы там ни пытались что-то скрыть, да, вот, спрятать, заштриховать, не знаю, там, переделать, оно все равно все вылезет, понимаете? Поэтому лучше даже и не пробовать в день Солнца таким заниматься. Благодарю за внимание. Переходим к козерожкам. Козероги, 10 августа, понедельник, события дня. Так, смотрим козерожки. Понедельник для вас. Так, значит, тут я вижу первое цветок. И второе, это у нас с вами колокольчик. О, шарики, слушайте, хорошо.
Отлично, я бы даже сказала. Корабль. Ну, здесь вроде бы не вижу. Смотрим, значит, горизонталь, вертикаль. Есть расческа. Месяц. Ой, не так положила. Значит, смотрите, что получается. Выпадает на понедельник исполнение желания. Классное событие. Пустые разговоры, болтовня с кем-то. Хорошие новости. Ожидание чего-то или кого-то. Событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Вот оно будет 10-го. И одно негативное событие – это расческа, неприятность. То есть может также произойти какая-то неприятность. Но тут есть моментик. Она, видите, находится как бы в стороне от основных событий. Вот есть неприятности, вокруг ничего нет. Часто это обозначает, что либо неприятность происходит не с нами, ну, да, вот вокруг нас, и мы как бы это видим, может быть, как-то косвенно в ней участвуем. Либо еще второй вариант, это может проигрываться как когда это не от нас зависит, то есть когда кто-то нас втягивает в какую-то неприятную историю, и тут как бы мы уже ничего не можем поделать. Но опять же, нет никаких указаний, что это, поэтому может быть это вообще вас не коснется напрямую. Ну, будем надеяться, что будет так. В общем, вот такая вот история для вас, козерожки. Но зато у вас есть два таких супер классных события, я их очень люблю. Это хорошие новости и исполнение желания, цветочек. Смотрим дальше. Дальше будут у нас водолеи. Водолеи, 10 августа. Десятое августа, понедельник, события дня для водолеев. Покажите мне. Первое сразу же молния, первое событие. Рыбу нельзя. Дерево. Второе событие. Конверт нельзя. Любовь. 2 сердца. Лебедь. Мешок с деньгами. Ключ. Может быть, какая-то важная покупка или важная проплата. Здесь нет. О, подарочек еще есть. Может быть, важная покупка, подарок. Так, а здесь нет. Получается, у нас с вами в этот день у вас молния. Это новости, информация, которые сваливаются на нас, да, вот как гром среди ясного неба. Эти новости. Дальше приглашение. Ну, может быть, вас куда-то пригласят, куда вы даже и не думали.
приглашение, любовь в этот день. Точно у вас будет большая любовь, очень теплые романтические такие отношения. Еще выпала тем более лебедь, верность, любовь и верность. Поэтому здесь часто вот это сочетание показывает, что у пары в этот день какая-то, может быть, там важная дата, там, или свидание, там, или еще что-нибудь. Если вы без пары, это может быть день знакомства. Вот это сочетание. Дальше ключ, важный день, новые возможности. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день, и ну, как бы вы можете для себя получить все, что хотите. Деньги, но чаще это расходы. И подарок. Опять же, подарок, бонус, что-то такое. Иногда карта показывает, что мы кому-то дарим подарок, не нам, а мы. Потом, как вариант, может быть, вы кому-то будете делать подарок. Тоже имейте это в виду. В общем, тем более есть приглашение. Куда-то вас позвали, пригласили, может быть, вы что-то купите. В общем, все события у вас выпали классные, все события хорошие. Вопрос только, что это будет за новость. Потому что новости могут быть, как вы понимаете, разные. Они могут быть как позитивные, так и негативные. Ну, будем надеяться, что это какая-то очень хорошая новость для вас. Потому что все остальные события хорошие. Если бы была плохая, то, возможно, бы там выпала карта там печали, выпала бы, как вариант. Ну, раз она не выпала, будем надеяться, что новость хорошая. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. 10 августа. Рыбы. Понедельник. События дня. Угу. У вас первый флаг, первое событие. Рыба. Корабль. Угу. Маска. Также не сказала, тут сундук нельзя было соединить. Подкова. Слушайте, может быть, удачей будет то, что откроется какой-то обман, какая-то хитрость. Тут, смотрите, два варианта. Тут шарики и печаль еще тоже можно было соединить. Давайте ставим шарики. Так, также есть свиток, якорь. Возможно, на встрече получится поставить какую-то точку важную. Больше не вижу совпадений. Поэтому у вас, значит, смотрите, что выпадает хорошего. Победа. Победа, удача в этот день. Деловая встреча и по якорю. Ну, скорее всего, что якорь в данном случае обозначает жирная точка. Да, вот с победой. Очень похоже, что удача вам поможет, если какая-то важная встреча в этот день или там переговоры, разговоры, решить какой-то вопрос с победой для себя. Также из хорошего новости выпадают. Очень позитивные, радостные новости будут в этот день. Из предупреждений ожидания. Точно будет какое-то долгое такое нудное ожидание. Опять же, рядом якорь, как раз он может усиливать, да, вот это ожидание, оно может по времени растягиваться. И предупреждение, скользкое дело и обман. Тут либо в этот день вас втянут в какую-то историю, да, где надо там будет обмануть, что-то сделать, схитрить где-то, либо это уже произошло, и маска показывает, что будет открываться этот обман. Часто по маске маски вот эти срываются. Поэтому тут либо вы узнаете, что был какой-то обман, а вы об этом ни сном, ни духом. Либо если в этот день будет, будут так складываться обстоятельства, что вы будете видеть, что вас втягивают в какую-то историю, тоже нужно отказываться от этого. Потому что по Солнцу
это все равно рано или поздно прояснится и будет понятно, что вы там где-то что-то схитрили, намудрили, обманули, поэтому точно вот этим не заниматься. Тем более у нас коридор затмений на носу. Этим в принципе нельзя заниматься. А когда такие важные, да, вот, события астрономические, астрологические, то тем более это будет иметь серьезные последствия. Поэтому никаких обманов, никаких скользких дел, от всего этого нужно держаться подальше. Вот такая вот информация для вас, рыбки, на понедельник. Тем более понедельник у нас еще день Луны. Да, это день как раз у всех вот этих скользких делишек по Луне. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.